Будет некрасиво. Лишка. Ира, вы включили? Работаем, ничего себе. Единичный случай есть. А я думаю, что Вы выпили. Алло, здравствуйте еще раз. Пожалуйста, ваш вопрос. Так, а к кому я обращаюсь? Или вы запишите вопрос? Нет, вот здесь у нас присутствует Безуглая Татьяна Владимировна, замглавного врача Республиканской инфекционной больницы, Захарова Светлана Александровна, вице-президент Ассоциации врачей, Военкова Надежда Михайловна, президент Коми Республиканской ассоциации врачей, и Давидян Вера Борисовна, врач-гастроэнтеролог Республиканской инфекционной больницы. Ага, очень приятно. У меня есть вопрос такой. Поскольку, значит, у меня гепатит в 81 году был гепатит А, вот, а вот, в этом году сдала кровь, и мне сказали, что у меня уже гепатит Б. Во-первых, как это возможно? И сейчас, значит, ходила к инфекционисту, и ничего, кроме того, что у меня, значит, вот этот, как называется, диета в питании, да? То есть перечень продуктов, которые необходимы для защиты печени, это стол номер 5, я знаю. Как еще можно защищать свою печень? Эссенциали форта, там, расторопша, как-то вот какие-то вот меры. Вот это я хотела бы узнать. Так, То, что у вас был гепатит А, да, возможно, вы его перенесли, но гепатит Б вы, возможно, приобрели в течение жизни. Это не то, что тогда ставили А, сейчас ставят Б. А это в виде кишечной инфекции протекает заболевание, и затем вы очень быстро поправляетесь, особенно когда вы перенесли это в детстве. Поэтому ничего здесь нет удивительного. Затем вы не объясняете, у вас выставлен диагноз хронического гепатита или просто нашли HBs-антиген в крови, и вы проходите дальнейшее обследование. Если изменение трансаминазы, это, я думаю, что инфекционист в инфекционной больнице. Если вы были, Надежда Семеновна объяснила вам более чем подробно, я надеюсь на это. Вот. А все эти препараты, которые вы перечислили, так называемые гепатопротекторы, вы можете принимать курсами, но это все тоже по назначению врача. И я думаю, что вас пригласили на повторный прием, будут наблюдать, будут следить за состоянием вашей печени. Я правильно поняла? Да. Вот, я думаю, то есть вот перечень продуктов, которые разрешают при гепатитах, вот это я как бы соблюдаю, и периодически, значит, употребляю вот эти препараты с расторопшей там, ну, как-то вот, не знаю, помогает это или не помогает по самочувствию. Обязательно должно помогать. Потому что я говорю, что инфекционист у нас очень грамотный, лучший гепатолог в республике, да, ну вот, поэтому она знает, что назначать. А вот кому нужно? Я вот отношусь к третьей поликлинике. Вот. Туда можно обратиться или где-то более Нет, такие уже есть? В третьей поликлинике тоже очень грамотно. грамотно. Больнице. Может, туда можно сходить? я могу дополнить. Я могу дополнить ответ. Я являюсь главным врачом третьей поликлиники. У нас в кабинете инфекционных заболеваний работает Давидян Виктор Рубенович, врач высшей категории, заслуженный врач Республики Коми, поэтому оснований не доверять ему нет. И, безусловно, если вы относитесь к третьей поликлинике, вы будете состоять на учете и обращаться как раз в кабинет этот инфекционных болезней. У Виктора Рубеновича состоит много диспансерных, на диспансерном учете больных перенесших, имеющих хронический вариант течения. Поэтому все рекомендации очень подробно он вам даст. Хорошо. Ну, спасибо, я, как говорится, удовлетворена вашими ответами. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Уже начали, потому что начали звонить.
Давайте тогда так, пока нет. Во время звонков значит, я задаю вопрос пока, да, который поступил, прерываемся на звонок. В первую очередь будем на звонки. Вот Ольга из Сыктывкара задает такой вопрос. Возможно ли случайное заражение гепатитом? Ответим сразу. Прямая линия, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Так, вы по поводу Гепатитом. да, гепатита, да. Здравствуйте, это самый Сучкова звонит Александр. Так, слушаем вас. Так, у меня вопрос такой, вот, самое, ну, у меня как бы уже там года 3, там 4, наверное, никто там признали цирроз печени, да? Вот, да, и как бы самое там, можно ли сдавать кровь? Ну, вот, как бы вместо донора. Вот. Безуглая Татьяна Владимировна, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы, вам ответит. Слушайте, слушайте. У вас обнаружили цирроз на фоне гепатита, вирусного гепатита? Нет, там они признали, как бы самое, нет, самое, на фоне, как бы там это алкоголя. Но все заболевания печени, и особенно цирроз, являются противопоказанием к донорству. Ага, ну, понятно, я вот по смысле этого, поэтому и не знаю. Ну, еще вопрос, самое, как это, мне, как эта группа там, самое, это, как мы это, полагается, нет? Полагается или нет группа инвалидности, определяет специальная комиссия. Если у вас есть изменения в биохимических показателях, в состоянии здоровья, да, вас направляют на врачебную комиссию, на МСЭК. Это к вам в город, да? Совсем не обязательно, есть территориальные медико-социальные комиссии, которые определяют уровень поражения и возможность вашего дальнейшей работы, какие ваш статус. Ну, я уже не работаю, мне уже 63 года. Но они определяют уровень повреждения печени, да, и определяют группу. Есть основания присуждать. Вот еще вопрос, вот, чтобы узнать мне степень поражения печени, вот я каждый год здесь, ну, для профилактики здесь, у нас в Пучкове, я еще, ну, как бы проверяюсь, вот, да, и ну раз езжу в город, да, вот, ну, там спрашиваю, здесь тоже пишут, что меня, как бы ну, степень поражения определяли там в больничном городке, что-то там лекарство, что-то пользуется, да, и определяет степень поражения. А почему в вашей больнице, то там у меня направление написано, они туда не направляют? Не направляют в инфекционную больницу? Нет. Но чтобы определить степень поражения, какой процент поражения у меня? Направляют на МСЭК, Хорошо. Врач инфекционист, Давайте, может быть, не инфекционист, Александр, Да, значит, вот не проверяют. давайте так мы определимся. Если вы назовете свою фамилию, имя, отчество полностью, мы обратимся в вашу центральную районную больницу для того, чтобы нам дали полный ответ по вашему заболеванию. Имеете ли вы шансы, имеете ли вы основания для направления вас в МСЭК для установления группы инвалидности? Во всяком случае, если вы дадите свои координаты, или, по крайней мере, на вас выйдет заместитель главного врача Центральной районной больницы для того, чтобы подробнее с вами побеседовать на эту тему. Вы можете назвать себя? Чтобы не слышно было всем. Значит, сейчас я слушаю вас. Вы можете назвать себя, фамилию, имя, отчество и ваш адрес, для того, чтобы действительно мы могли обратиться уже в отношении вас к руководству больницы, чтобы с вами подробно поговорили индивидуально на эту тему.
Ну тогда я советую вам обратиться к администрации Центральной районной больницы. Там есть председатель врачебной комиссии, заместитель по лечебной работе, который вот эти вопросы решает. И, естественно, вам подробно могут дать консультацию именно индивидуальную. Хорошо? Хорошо, еще один вопрос, тогда давайте мы его включаем. Я вот сам, ну, как бы сам, ну, в этом в интернете читал, вот, да, там тоже разные показания, да, вот, сколько времени живут тифлозацепсисы. Ну, там, когда при соблюдении, там, ну, там, ну, не жесткой, там, полужесткой, там, где там по питанию, там, тоже, прочее. Вот. А вот это я так не потребляю. Ну, во-первых, вы Я читали. говорю, да, сколько времени они живут. Ну, примерно, это надо посмотреть, там, 8, 10, да, меньше, сколько лет. Там по-разному там. Вот как раз Да, по-разному и определяется от функционального состояния вашей печени и уровня повреждения на сегодняшний день. Поэтому сказать, да, которую нужно определить, и от 5 до 20 лет, и более живут, как принимают препараты, какие препараты, какой ведут образ жизни, да, употребляют ли алкоголь и наблюдаются ли постоянно и регулярно. Это все зависит от этого. И сказать, и дать прогноз, там, что там, 2 месяца, 3 месяца, 200 лет, это очень сложно. Это зависит как бы от состояния больного. Ну, а и от состояния, от поведения. От поведения, да. А, Ну ладно, спасибо, там, как бы там, ну, всем удачи вам. Долгих лет жизни. Спасибо. Да. Хорошо, что человек сказал, Ну, что он уже алкогольный хорошо, цирроз у что- него, да, и хорошо, что он сказал, Витя осознал, говорит, что я не употребляю. Прямая линия, здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки понял, Я бабушка, но хочу задать тоже вопрос. Так. Потому что у меня есть сейчас новорожденная внучка, и вот, значит, невестка лежала в роддоме, и там в роддоме сделали 2 прививки ребенку. И гепатит, туберкулез. А не рано это, ведь ребенок новорожденный еще не может заболеть этими болезнями. Как раз ребенок в этом возрасте и Так, Безуглая Татьяна Владимировна, зам главного врача Республиканской инфекционной больницы. и главный детский инфекционист республики, поэтому я и отвечаю на этот вопрос, потому что это вопрос всегда задают мамы, вот сейчас бабушки. Туберкулеза сейчас очень много в стране, и не исключение составляет наш город, наша республика, и ребенок может встретиться в любую секунду с ним. И в транспорте, где-то вы находитесь, да, в общественных местах, ходите в поликлинику, вот, и все равно взрослые пациенты болеют, да, взрослые. Вот, гепатит Б прививают так рано, потому что сейчас еще достаточно много, благодаря прививкам, острого гепатита Б сейчас очень мало. И прогрессивно снижается. Но еще остаются пациенты с хроническими заболеваниями Б. Вот. И поэтому, чтобы уберечь ребенка от жизни, да, и мама обследуется, но обследуется она в 28 недель, 32 недели, и чтобы исключить заражение, заболевание ее в последние сроки, да, она, возможно, еще в каком-то там негативном окне, такое есть при гепатитах. Чтобы уберечь ребенка от заболевания гепатитом, хроническими гепатитами и затем трансформации в цирроз, им делают в роддоме всем прививку. А Татьяна Владимировна, От туберкулеза я вам сказала, что очень высокая заболеваемость вообще сейчас. И в России, и в том числе в Республике Коми. Еще хочу добавить Светлана Александровна Захарова, она главный врач детской поликлиники номер 2, которая тоже встречается нередко с этими вопросами от мам, которые посещают поликлинику. Здравствуйте еще раз. Как имя ваше, чтобы обратиться к вам? Алло? Алло. Не слышит? Очень плохо мне слышно. Очень плохо слышно. Плохого себя даже поставить. Здравствуйте. Я еще хотела бы добавить вот к
словам Татьяны Владимировны, что действительно, может быть, родителям или бабушкам кажется, что это рано, но это делается все в соответствии с национальным календарем прививок. И следующей вакцинации надо готовиться будет вам через месяц, и потом еще в 6 месяцев еще 3-я вакцинация, но зато и вы, и мама ребенка будут в полной уверенности, что ребенок вакцинирован против гепатита Б, в частности, довольно серьезного заболевания. Я хочу сказать, что вот сколько мы делаем уже достаточно давно вакцинацию против гепатита Б, и, в общем, мы не видели никаких осложнений или каких-то таких вот реакций на эту прививку. Переносится она, в общем, хорошо, поэтому вы так особо не беспокойтесь. Доктор обязательно смотрит перед прививкой, измеряет температуру, самочувствие ребенка, лабораторное обследование проводится перед тем, как вакцинировать. То есть максимально к минимуму все должно быть сведено, и как со стороны, значит, ребенок, чтобы не болел, там мама опрашивается, в общем, очень много всего. То есть обязательно делается вакцинация здоровому ребенку против гепатита. И я хочу еще сказать, что у нас уже охват ведь достаточно большой, и, может быть, вот Татьяна Владимировна поэтому и говорила, что крайне редко, особенно у детей, вообще очень острый гепатит Б, сейчас это большая редкость. А раз нет острого, значит, будет и меньше хронического у нас гепатита. Так что не переживайте. И доктора внимательно отнесутся перед вакцинацией. Действительно, может быть, на первом году кажется, что очень много ребенка прививает, но это все в соответствии с национальным календарем прививок. Спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего вам, доброго здоровья. И на желтую. Там не слышно, кажется. Поставим здесь. Я хотела бы сказать, что действительно у нас вообще гепатита как такового острова. Вот такой вопрос действительно довольно У нас часто, хронический, что это только много- вот подростки приезжают с районов, как ни странно, учиться. И вот у нас, я просто посматриваю, когда статистику смотрю, что подростки. Так, давайте тогда вернемся к этим вопросам. Да? Возможно ли случайное заражение гепатитом и как обезопасить себя и своих близких? Сейчас идет период вакцинации и диспансеризации. Можно ли сделать прививку против гепатита и сколько она действует? Возможно это такое? Вопросов очень много, они достаточно сумбурные. Что значит случайно заразиться? При случайной половой связи можно заразиться гепатитом Б и С. Можно, случайно. Да? Это случайно или нет? Наверное, не случайно. Вот. И здесь вопросы же такие, да? Вот гепатит А случайно нужно выпить очень недоброкачественную воду. На отдыхе где-то, может быть, в южных странах это распространено. Случайно? Наверное, тоже не случайно. Это несоблюдение правил личной гигиены. Вот. Случайно я говорю, что гепатит Б и С это гемоконтактный, да, это передается с кровью. Вот. Тогда случайно нужно пойти где-то в несертифицированные, может быть, медицинские учреждения, где не соблюдаются правила асептики, антисептики, да, там можно, а все остальное сейчас везде применяется, одноразовый инструментарий, и в медицинском учреждении такие случайности, конечно, сведены вообще до нуля. Вот. И случайно я говорю, что случайно можно только при случайной половой связи. Или татуировки, или где-то не сертифицировано. Конечно, пирсинг, татуировки, это все, где плохо, где-то, где не сертифицированы, не лицензированные. Вплоть до маникюра и педикюра. Да, к сожалению. Да. И желтенькую. Все. Здравствуйте. Прямая линия, мы вас слушаем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, про вирусный гепатит. То есть, как бы выявили на сегодняшний день по анализу крови, где еще можно, кроме инфекционной больницы, в Сыктывкаре, либо в Республике Коми, пройти обследование инкогнито? Представьтесь, пожалуйста, как Я вам зовут сейчас? Елена. Елена. Значит, где анонимно обследоваться на носительство гепатита, да? Носительство гепатита уже есть. Есть уже. Надо обследовать не на носительство гепатита, а на то лечение, которое направлено его лечение. Мы просто не знаем, Анонимное какое. лечение она хочет, наверное, пройти, да? Ну, Смотрите,
Вам давайте. ответит заместитель главного врача Республиканской больницы инфекционной Татьяна Владимировна Безуглая. Микрофон. Значит, ну вам, если выявили гепатит, значит уже сказали какой. Б, С. Сказали? Вы можете не отвечать какой, да, но вам сказали. Ну вот надо уточнить. Так, так не бывает. Вы немножко не договариваете, но тем не менее, у вас выявили или Б гепатит, или С гепатит. Вот. Затем, все, что нужно, это вирусная нагрузка, определить тип вируса. Для того, чтобы начинать терапию, необходимо определиться именно с типом вируса. От этого будет зависеть, сколько вам нужно лечиться, год или полгода. Все это проводится в лабораториях, там, где проводится вирусология, это и в перинатальном центре, это и в диагностическом центре, это во всех сертифицированных на сегодняшний день коммерческих лабораториях, их много по городу. Если вы хотите инкогнито, вы проходите там. Если вы хотите получить официальное заключение и помощь, то вы обращаетесь в поликлинику. Если вы в третьей поликлинике или в первой поликлинике взрослой центральной, тогда там есть врачи-инфекционисты. Если вы в ВЖ или во второй взрослой поликлинике, то вам дает терапевт направление в инфекционную больницу, вы записываетесь планово и приходите к нашему доктору для получения квалифицированной консультации и сдачи этого исследования. Оно у нас сейчас бесплатное, по очереди, она очень недлительная. И проводится биохимический анализ крови для определения степени поражения печени и проводится УЗИ печени. Дальше доктор принимает решение о дальнейшем обследовании. Да, если вы хотите получить терапию, противовирусную терапию, да, вы обговариваете, какой стаж вашего заболевания, она решает, и доктор решает, какая терапия нужна на сегодняшний день. Или можно еще подождать с терапией немножко. Вот. И расписывает вам питание, ваш образ жизни, говорит, как вам дальше с ним жить. Понятно, то есть это только в инфекционной больнице проводится в городе Сыктывкаре? Бесплатно, да. Бесплатно, а платно? Платно, я вам уже сказала, что Ну, есть это я все платно, коммерческие. там смогу сдать только анализ. Вы можете, да. А дальше обследование. Только в инфекционной больнице, да, это возможно? Нет, анализы вы можете сдать где угодно. Я Но получить поняла. квалифицированную Я могу обратиться только в инфекционную больницу, потому что, ну нет, я же вам сказала, что если вы к третьей поликлинике Ну, я принадлежите, поняла, то есть по месту жительства. по месту жительства там есть квалифицированные доктора Например, инфекционисты. в Кирове, где у кого-то могу найти там инфекциониста? Можете везде. Мы хотим инкогнито это пройти. Инкогнито можете пройти где хотите, в Москве, в Санкт-Петербурге, где хотите, можете найти доктора себе. Не инфекционный. Нет, 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 нет. Все, я ответила на ваш вопрос. Сейчас, спасибо. Хорошо, до свидания. До свидания. Есть такая институт детских. Так, Сейчас мы лабораторий много. не договорили, да. А можно ли сделать прививку против гепатита? И сколько она действует? Да, конечно, можно сделать. Где? И считается, в любой поликлинике по месту жительства проводят вакцинацию. Нужно обратиться в прививочный кабинет или к своему терапевту. Вот, я думаю, Конечно, к терапевту конечно. своему. И в детских поликлиниках, и во взрослых поликлиниках проводится вакцинация. И охват очень сейчас значительный. Поэтому в прививочный кабинет надо обратиться, где работает фельдшер. Если Вообще- необходима будет консультация участкового терапевта, значит, участковому терапевту направят. Пока достаточно 3 вакцинаций. 0,1,6 это сроки вакцинации. Пока тут. Здравствуйте. Алло. Прямая линия, мы вас слушаем. Представьтесь, Здравствуйте. пожалуйста. Я бы, знаете, какой вопрос хотела вам задать? Мне не хочется, конечно, имя свое называть. Хорошо, не называйте, не называйтесь. Мы слушаем вас. Немножечко такая необычная. У моей знакомой вдруг вот выяснилось, что муж болеет гепатитом С. А в планах было заводить второго ребенка. Вы не могли бы мне сказать, насколько это опасно, серьезно, или есть возможность под
Мы вас поняли. На ваш вопрос отвечает Татьяна Владимировна Безуглая, заместитель главного врача инфекционной больницы республиканской. Никаких проблем для рождения ребенка нет. Гепатит С достаточно крайне редко передается через половым путем, потому что нужна очень высокая вирусная заражающая доза, поэтому ребеночка они могут рожать безбоязненно. Мама проверилась, наверное, и если у мамы нет гепатита С, нечего бояться. Если есть у мамы гепатит С, то мы проводим некоторые профилактические мероприятия, но тем не менее бояться не стоит. Ребеночек наблюдается в течение 1,5 лет после рождения у инфекционистов в детской поликлинике, и все возможные методы, которые должны его обезопасить, применяются. Поэтому никаких проблем, чтобы... Очень такой ответ, который действительно поможет моим знакомым, родственникам. Страх был действительно серьезный. Спасибо вам большое. Да, конечно. Давайте. Спасибо Детишки вам нам за вопрос. нужны. До свидания. Это очень хорошо, когда мамы или Часто кто-то спрашивают. звонят вот, и спрашивают именно заранее, да, вот это очень хорошо. Вот в этом сути профилактики, да, когда люди спрашивают уже Готовятся не тогда, заранее, когда да. уже, да, вот, или не Фактом. обследовалось, а оно вдруг оказалось, оказывается, да, а она и не знала, и ребенка и ничего, и не планировали, или что-то. Я считаю, что это очень хорошо. Еще такой есть вот какие-то вопрос Очень положительный есть момент, еще когда такой люди вопрос заранее еще, да? интересуются. Это, стою на учете с заболеванием щитовидной железы. Может ли это заболевание спровоцировать заболевание гепатитом? Заболевания щитовидки разные, какие из них наиболее подвержены гепатиту? Ну, это удивительное дело. Нет, здесь совершенно Нет связи. нет связи, никакой Нет корреляции связи. между заболеванием гепатит и щитовидная железа. Одна есть проблема, может быть, где-то слышала, что при заболевании щитовидной железы нельзя проводить противовирусную терапию, потому что может стимулировать как бы ухудшение ситуации по щитовидной железе. Мы не берем, а все остальное они совершенно ничем не Поэтому и связаны. вопрос этот. Да, я думаю, Вот что Вера Борисовна еще Может хочет быть, добавить. еще аутоиммунные есть заболевания, когда системное поражение идет, допустим, щитовидной железы и печени. Бывают такие перекрестные. Но это обязательно, наверное, если эндокринолога не наблюдаются, биохимию делали, наверное, УЗИ делали брюшной полости печени, наверное, исключены эти заболевания. Только изолировано, может быть, при аутоиммунных заболеваниях бывает и поражение печени, других органов, в том числе и щитовидной железы. То есть можно, если она не обследовалась, более пройти обширное обследование терапевта обратиться. Ну вот тоже немножко похожий вопрос из Сыктывкара Нина Михайловна. Заболевание диабета 2 типа. Значит ли, что я еще могу заболеть гепатитом? Тоже это не взаимосвязанные Нет, заболевания. Совсем абсолютно Абсолютно Не нет, да. связано. Но другое дело, опасений нет что никаких. при сахарном диабете, конечно, страдает печень, но это не значит, что она угрожаема по вирусному гепатиту. Это абсолютно нет какой-то корреляции. Другое дело, что есть такие заболевания типа метаболического синдрома, когда входят туда стеатоз печени, ожирение печени, стеатогепатит, это тот же ожирение печени, только уже с воспалительной реакцией. И часто эти же люди страдают, ну это как бы параллельно идет процесс, часто страдают вот диабетом 2 типа. Но это опять же надо пройти обследование. Наверное, биохимию берут общую, не изолированно там сахар проверяют. Конечно, надо печеночные пробы обязательно контролировать. Вот. Ну и, конечно, есть, если тяжелое течение диабета, там вторичное поражение печени. Не вирусных гепатитах идет речь, а о вторичном метаболическом поражении печени. И поэтому часто очень при диабете 2 типа, конечно, назначают и гепатопротекторы поддерживающие, чтобы предотвратить вот это вторичное поражение печени. А о вирусных гепатитах здесь, конечно, речи никакой нет. Вирусные гепатиты еще и простые гепатиты. В принципе, она не говорит, допустим, что вирусным, да? Она просто говорит, что смотри, Ну, по крайней мере, здесь же поражение разные печени. поражения печени. Если бы она так сформулировала поражение печени, да, бывает. Бывает метаболического характера, вот связано именно с общим ожирением, вот, Здравствуйте. с повышенным Вы попали холестерином. на прямую линию.
Пожалуйста, мы вас слушаем. Можно задать вопрос про гепатит, да? Можно, слушаем вас, пожалуйста. Так, значит, я сама звоню из Коломского района, и, значит, у нас такой есть, ну, мы живем в деревянном доме, и у нас у соседа обнаружили гепатит. Вот, ну, точно не знаю, какой там, какую категорию. Вот, но у него в семье проживают еще с ним маленькие дети. Вообще, это как бы нормально, то, что вот человек с гепатитом, да, имеет контакт с маленькими детьми, и вообще не опасно ли это для них? Инфекционист, да? Вам ответит Татьяна Владимировна Безуглая, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы. Это не опасно. Я думаю, что у него точно не гепатит А. Гепатит А это кишечный, да, как кишечная инфекция, гепатит А. Он передается через грязные руки, через воду, да, когда загрязнена. И тогда это опасно. Но это крайне редко сейчас встречается в нашей республике. Вот. И у вас точно зарегистрировано последние, ну не знаю, несколько лет. Вот. А с гепатитом Б и С, те, которые гемоконтактные, они могут жить спокойно в семье, везде, они не изолируются. И никакой опасности папа для маленьких детей не представляет. А вообще возможно ли Есть определенные правила. гепатитом? Ну, то есть вообще, то есть даже обычный человек, он всегда следит за средствами гигиены, да, все руки моет там и так далее. Возможно ли вот так, ну, просто там заразиться гепатитом? Если есть в семье больной гепатитом Б, тогда возможно заражение, если вы пользуетесь общей мочалкой, если вы пользуетесь общей одной зубной щеткой. Именно здесь фактор повреждения слизистых, кожи, это кровоконтактная инфекция. Там необходимо именно вот заражение, как раньше были, да, многоразовый инструментарий пользовался, плохо обработанный, там еще где-то. А в семье это вот именно предметы гигиены, которыми пользуются все, да, одной там, я уже сказала. Вот только таким образом, случайно, просто так, живя... Скажите, сейчас же идет, как вы объявили, да, всеобщую там диспансеризацию. А вообще можно сейчас сделать прививку против гепатита? Даже нужно. Обязательно нужно, если у вас не было прививки против гепатита, вам обязательно нужно привиться. А делается она по схеме определенной. Это вот сегодня вы пришли, потом вы пришли через месяц и через 6 месяцев после первой. И считается законченным вакцинальным комплексом. Ну, то есть, получается, сколько она действует, данная прививка? Ну, вот сколько раз в лет ее делают? Ее по национальному календарю сейчас она делается только раз в жизни. Единственное, что описывают, что после 5 лет немножко ослабевает иммунитет, да, после 7 еще более ослабевает. Но если вы если у вас в семье нет никого заболевших именно с хроническими заболеваниями, хроническим гепатитом Б, если вы не медицинский работник, который постоянно находитесь в опасности, да, заражения, когда вы берете кровь, делаете инъекции, там, ну и другие манипуляции, тогда никакой опасности нет, и вам один раз в жизни хватит. Спасибо за вопрос, всего хорошего. Хочу было добавить. Бесплатная вакцинация. Я же знаю, что если Бесплатно, знают, вакцинацию это да, знают, что знаете, бесплатно. видите, что очень много людей знают о диспансеризации, знают о вакцинации. И значит, Это наша уже работа хорошо, не вот зря. люди звонят Совершенно и верно. говорят о Я спрашиваю. диспансеризации, говорят о вакцинации. Поэтому Ну, тут уже вот достаточно много. уже на многие вопросы ответили, поэтому я повторно не буду задавать. Но вот есть такой вопрос. Ой, у меня подозрение на гепатит, но пока неизвестно какой. Для меня до сих пор непонятно, откуда он мог взяться. Подозреваю, что при переливании крови. Чем опасен гепатит? Возможно ли, во-первых, при переливании крови, да, заразиться гепатитом? И вообще, чем вот он будет опасен? Ну, сейчас делается максимально все, что можно, чтобы Почти нереально. нереально, да, переливание крови, вся кровь тестируется, вся кровь,
есть специальные там карантины какие-то, она перепроверяется повторно на гепатиты, все доноры проверяются, поэтому маловероятен этот механизм. Да, здесь сложно сказать, конечно, какие медицинские манипуляции еще оказывались данному пациенту, кроме переливания крови. Да, если было переливание крови, то, возможно, это какая-то большая травма, кровопотеря и какие-то еще были механизмы. Ну и потом не знает еще, какой гепатит. Если это гепатит Б, привитые, наверное, были, надо прививаться, о чем мы и говорим сейчас. Вот. Чем опасен гепатит? Ну, мы всегда боимся, что это же воспаление печени при длительном, когда не проводится лечение, поддерживающая терапия, не соблюдается диета, то возможно переход в цирроз и в первичный рак печени. Цирроз обязательно? Не обязательно, возможен. Я же не сказала, что это всегда. Да, я сказала, возможен переход. Не обязательно. Поэтому это не обязательное условие. И Ну, почему-то все забывают про вот как раз эти татуировки. Понимаете, вот, иногда за границей смотришь в Египте, в Турции, случайные тут точки какие-то, и люди вот эти татушки делают и детям. Просто вот действительно хочется остановить, потому что ведь неизвестно, какой инструментарий при этом используется. И просто вот одно дело, конечно, нарисовать, но другое дело, когда это делается с поражением С кожного наколками. покрова, с наколками. И это, конечно, вот здесь мы должны просто предупредить население о том, что вот это может быть причиной заражения гепатитом, да. Б, С, вот такие виды. Еще вот такой вот вопрос. Заболевание желудка у Инны Вячеславовны, может ли это привести к заболеванию гепатита? И потом второй вопрос. У моего мужа язва желудка, и входит ли он в группу риска? По гепатиту. Ну, тут она не задает вопросы, остается только догадываться. По гепатиту. Заболевание желудка и с печенью никак не связано, и никакие гастриты, гастродуодениты, язвенные болезни, как правило, не приводят к заболеванию печени. Единственное, что бывает, конечно, когда неправильно лечатся, самолечением, у меня были такие в практике случаи, при различных БАДах, неизвестно какого, лечат язву и получают лекарственный гепатит, токсический лекарственный гепатит. Вот в таком разрезе может быть связь. А так никаким гепатитом, поражением печени, ни язвенная болезнь, ни гастриты не приводит. То есть связи тут нет. Нет. Единственное, что язва, конечно, она все равно входит в группу риска, да, я так понимаю, что... В какую группу риска? Ну, вот говорят же, что язва может привести к онкологии. Ну, к онкологии, язвенной болезни, если, конечно, не наблюдаться, конечно, когда-то можно и без язвенной болезни прийти к онкологии, но с поражением печени это не связано, если с про язвой? печень говорить. А язвенная болезнь, ну, конечно, любое хроническое заболевание любого органа, когда длительно протекает, не лечится, неправильный образ жизни, неправильная диета, конечно, какой-то процент, особенно хронические атрофические гастриты, ассоциированные с геликобактер пилори, с инфекцией специальной, которая является в настоящее время уже доказано онкогеном. Вот эти заболевания чаще приводят к онкологии. Но именно к онкологии желудка, там 12-перстной кишки, реже, конечно, но желудка. Вот может эта быть. бактерия, чем она вот опасна? Вот опасно, что Сколько она это на сегодняшний день может вызывать ряд заболеваний кислотозависимых, то есть гастродуодениты, эрозивные гастриты, гастродуодениты, язвенную болезнь может вызывать, такие синдромы может серьезные вызывать. И в дальнейшем, так как уже доказано, что является онкогеном, если не лечить, то при длительном лечении развивается атрофия ворсинок и может развиться, конечно, и онкологическое заболевание. А вот вы Желудка. сказали лекарственные Лекарственные гепатиты тоже Гепатит есть может такое. быть, да? Тоже может быть лекарственный гепатит. Ведь, в принципе, обычно по телевизору нам говорят о том, что лекарства нужно опасаться так много принимать, что это большая нагрузка на печень, а большая нагрузка на печень это чревато опять же гепатитом, так? Значит, здесь так. Во-первых, есть ряд препаратов, которые, ну, уже изначально они гепатотоксические.
Это ряд противотуберкулезных препаратов, гормональные препараты, ряд гормонов, которые повышают секрецию, вот, сульфаниламиды, жаропонижающие. Прервемся на минуточку, да? Здравствуйте, вы попали на прямую линию. Пожалуйста, задавайте вопрос. Здравствуйте. А я бы хотела задать такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вообще существует ли какая-то программа по бесплатному лечению пациентов, которые болеют вирусом гепатита С? В частности, у меня у мужа такое заболевание. И на протяжении многих как бы, наблюдаем, что инфекциониста, и инфекционист назначает такие банальные препараты, скажем, как официали, да, побрить, чтобы поддержать печень. Но сама терапия очень дорогая, то есть при его генотипе сказали, что она буквально достигает 700 тысяч в год. Но это нереально просто для нас. Вот подскажите, пожалуйста, мы слышали, что в других городах такая программа действует. Вот действует ли такая программа у нас? На ваш вопрос ответит Татьяна Владимировна Безуглая, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы. К сожалению, в нашей республике такой программы на сегодняшний день нет. Там буквально программа, как сказать, частично есть, но она только на исследование по ПЦР-диагностике, которую мы бесплатно оказываем. Вы знаете, наверное, если ходит ваш муж к доктору, то ему определили генотип, все должно быть бесплатно. Нет, генотип мы просто А вы сдавали потому что где-то это другой, надо да? только Потому что у нас вот те, кто обращается в нашу больницу, делается вот все остальное только за счет граждан, и бесплатное право на оказание бесплатной помощи именно по гепатитам есть только у людей, у которых определен статус инвалида. В других не городах, в наших городах Республики Коми нет такой программы, это обычно республиканские программы или областные программы, есть частичные где-то в других территориях, но у нас нет. И сейчас не 700, сейчас лечение, курс лечения, если в течение года вам нужно лечиться, если это первый генотип, то в пределах 450 тысяч, оба препарата и противовирусных, которые обычно получают пациенты с гепатитом С. Но лечение эффективно, поэтому здесь надо подумать. Ну, тут хоть, думаю, хоть не позвонить, как говорится, если финансово нет такой возможности. Хорошо, вот скажите, пожалуйста, тогда все-таки, если вот в поликлинике у нас такая ситуация, да, нам нужную информацию дают, наблюдался он еще у доктора Микушевой, было давно, правда, тоже на терапии точно такая же предлагалась. Вот, то есть лучше все-таки куда обратиться в поликлинику, или же можно также на бесплатной основе попасть в инфекционную больницу на прием? Смотрите, вы относитесь территориально к какой поликлинике? Первая поликлиника. Первая поликлиника. Там есть инфекционист, который, если нужно обследование, он направляет в инфекционную больницу на обследование. А инфекционист наблюдает там, смотрит, а на обследование отправляет к нам. Потому что вот за счет программы выделены некоторые средства как раз на обследование, чтобы определить статус за уровнем вирусной нагрузки следим мы. Вот что стоит обнаружить? Ну, это, недавно были ну, придете, обратитесь к Надежде Семеновне. Поэтому вот и интересно, почему такая ситуация. То есть, значит, это все должно поместиться. Ну, должно, не должно, это пока в этом году есть. Ну, за счет понятно, но вот буквально программы. месяц назад было. Ну, там есть небольшая очередь, может быть, поэтому кто-то не хочет ждать, кто-то не хочет стоять в очередь, но есть некоторая Ну, не очередь. говорите никакой очереди, вот очень много информации, поэтому приходится звонить на такие линии, потому что очень информации много не говорится. То есть ставится, как вы говорите, это абсолютно большая разница, да, что нам сказали 700, там даже 700 с копейками нам сказали в год. Вы говорите 400. Ну вот я сейчас просто, потому что постоянно занимаюсь этой проблемой и именно считаю, сижу, чтобы была, может быть, возможность, но пока такой возможности, к сожалению, нет. А что-то планируется вот в этом плане, какие-то, ну, не знаю, все-таки продвижения? Потому что вот когда мы были у доктора Микушевой, она записывала моего мужа, то есть она сказала,
сожалению. То есть это даже не рассматривается, да? такое? Нет, это постоянно рассматривается, но пока нет финансирования этой программы, да. Поэтому, в стационаре мы начинаем курс терапии обычно в стационаре. Там бесплатно действительно. Хорошо, все, спасибо большое. Спасибо за звонок. Всего хорошего. Кто Грустно. сказал, что еще меньше сейчас вот какие-то есть Нет, ну возможности. 415, если честно. 415 самое минимальное. Ну, Самый пока, такой экономичный. ну, пока просто на этот препарат, он не Так. включен в ЖНВЛС. Мгм. Вера Есть Борисовна. препарат появился, но он не включен в ЖНВЛС. Вера Борисовна, вот мы продолжим, да, по поводу лекарственного гепатита. Ну, во-первых, когда это назначается врачом, специалистом, фтизиатром ли, эндокринологами там какие-то, или длительно получают, допустим, при онкологии гормональную терапию, конечно, это там все обязательно проходит обследование, обязательно в динамике печеночной пробы УЗИ делается, и это контролируется. Но это, конечно, все равно иногда случается лекарственный гепатит. Не так часто, но бывает. Чаще бывает, когда люди занимаются самолечением, особенно биологически активные добавки. Вот бывает, что получают лекарственный гепатит вплоть до госпитализации, реанимации, с выраженной клиникой гепатита, даже с пожелтением, с болями храмбодребери, с высокими трансаминазами. Такие тоже случаи. Слава богу, их не так много, но они тоже бывают. Да, я хотела добавить именно на жаропонижающую, Да. когда неуемное применение препаратов, мамы иногда не хотят ехать в инфекционную больницу и начинают лечить своих детей. Температура поднимается, и они постоянно дают жаропонижающие и превышают возможные дозы. Это тяжелейшие гепатиты, парацетамол, ибупрофен в высоких дозах. Там должно быть правило 4. Да, не раньше, чем через 4 часа можно давать, и не более 4 раз в сутки именно в возрастной терапевтической дозе. И если это не помогает, значит, что что-то вышло из-под контроля, и нужно обратиться к врачу немедленно. Да, вызвать скорую, приехать в инфекционную больницу, госпитализироваться, доктор разберется, почему не снижается температура. Ну и еще один такой очень нехороший фактор при вирусе гриппа, именно гриппа и ветряной оспе, при применении салицилатов, аспирина, возможно развитие тяжелого осложнения синдрома Рея. Это поражение печени, которое не лечится. И вот поэтому аспирин вообще не применяется у детей до 15 лет только что. Вот. И если применяется в более взрослом возрасте, то при гриппе и при ветряной оспе противопоказан. Именно аспирин, да, именно развитие тяжелого поражения печени грозит. У взрослых тоже? Возможно, да. Именно при этих заболеваниях. Потому что, ну, там, да, такой иммунный, возможно, ответ. Вот, допустим, если взрослые очень многие употребляют при давлении аспирин, вот тут Нет, Ну, там минимальная доза, там это совершенно не при другая цель. давлении, Дозировка другая. это дозировка совершенно другая, другой вид аспирина, аспирина специально для разжижения крови, да, у них, чтобы не был очень ежедневный прием в микродозах, поэтому он не опасен. не опасен, да? Ясно. Вот такой же интересный вопрос, который, в принципе, у нас озвучен уже был, что цирроз печени, сколько можно при нем прожить, то же самое задает вопрос вот Олег из Микуни. Как жить с гепатитом и сколько лет можно прожить с этим заболеванием? Ну, уже отвечала Татьяна Владимировна, но можно прожить сколь угодно долго, необходимо наблюдаться у врача, выполнять рекомендации. Безусловно, вот звонивший с циррозом печени алкогольной этиологии, уже то, что он покончил, так сказать, с причиной, да, его гепатита, это уже хорошо. Кстати, одни из самых доброкачественных Да. алкогольные при отказе, при абстиненции, они хорошо и долго могут держаться и могут долго прожить. Здравствуйте, вы попали на прямую линию. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня такой вопрос. Вот вопрос гепатита очень актуален, да? А наше население как-то активно обследуется на носительство гепатита. У меня вот есть знакомые, которые совершенно случайно узнали про носительство гепатита, и получается, семья не знала, не предпринимала никаких мер безопасности. Ну, есть ли возможность вот населению как-то вот просто без показаний обследоваться на носительство гепатита?
Ну, я могу ответить, я главный врач поликлиники Сыктывкарской городской номер 3. Значит, у нас Военкова Надежда Михайловна, возможность такая есть. То есть население может обследоваться и по желанию, и по показаниям, есть такое понятие. Если в окружении кто-то болен гепатитом, имеет, то есть семья обследуется, тогда это в обязательном порядке. Участковый терапевт обследует. Если же вы имеете какие-то основания или просто желаете обследоваться, такая возможность есть. Просто желание, Бесплатное обследование, да, проводим мы. Все понятно, спасибо. И потом при поступлении в стационар, любое поступление плановое в стационар тоже определяются там, выдаются направления на обследование на гепатит. Беременные обследуются, да, в процессе, так сказать, беременности, роды. Спасибо. Спасибо вам. У нас вообще по республике или вот по республике и как по Сыктывкару у нас эта ситуация с гепатитом? Есть какие-то данные? Есть у вас, Татьяна Владимировна, по Ну, республике? Я вообще не считаю, во-первых, да, что это там нужно объявлять где-то публично, потому что Роспотребнадзор всегда публикует эти данные. Ну, я могу точно сказать, что гепатит А, острый гепатит А, это единичный случай. Далее, Да? это единичные случаи, привозные чаще всего, это Египет, там, где не соблюдаются иногда меры. Египет, да? Да, из Египта привозят. Вот, и затем острый гепатит Б сейчас практически вообще, ну, для нас казуистика. Это раньше благодаря вакцинации. Потому что, когда я пришла работать в инфекционный стационар давно, вот, тогда были очень тяжелые случаи, были летальные исходы от гепатита Б. К счастью, сейчас это вообще просто казуистические случаи гепатита Б. Затем крайне редко встречается гепатит С, но значительная доля на сегодняшний день в структуре заболеваемости гепатитом МИ хроническими составляет хронический гепатит С. Пока нет вакцинации, пока я считаю, что это еще связано с тем, что у нас налажена лучше сейчас стала именно диагностика. Может быть, вот несколько лет, да, это будет за счет того, что мы стали диагностировать наконец-то то, что не было раньше. Бесплатная диспансеризация, да, вот, условия улучшаются. Вот. Ну и все-таки нужно все возможные методы передачи, да, оборвать. Это вот мы сегодня говорили про татуировки, там какие-то несанкционированные походы в какие-то наркомании. Никуда не делать. Да, это как один из источников. Здравствуйте, вы попали на прямую линию. Мы вас слушаем. Алло. Так, прервался звонок. Может, межгород. По поводу наркомании вы еще хотели добавить, да? Да, Что это ну, тоже один. Это на сегодня один из главных механизмов. Фактор Поставщиков. передачи, Поставщиков. да, и поставщиков, Гепатита. наверное, этого Гепатита вида С. гепатита. И Б, и С, конечно. Ну, это вот только через уколы? Ну, чаще всего через инъекции, но там еще и механизм инъекций разные. Здравствуйте, вы попали на прямую линию, мы вас слушаем. Здравствуйте, это Усинск, Вера Васильевна. Мне тут до меня уже дозвонился человек, значит, Роман Александрович, телефон 27629. Потому что он не мог дозвониться, его 2 вопроса просил задать. Могу? Можете. Пожалуйста, задавайте. Значит, первый вопрос у него был такой. Излечивается ли полностью гепатит А, то есть желтуха? И если да, то почему, достаточно часто либо в поликлиниках, либо в больницах спрашивают, болел ли желтухой? Ну, если что-то там вот, кровь сдают или еще что-то. Хорошо. Операция или еще что-то. Вера Васильевна вам ответит Безуглая Татьяна Владимировна, замглавного врача Республиканской инфекционной больницы. Во-первых, гепатит А излечивается полностью. Наверное, немножко перепутали, да, и спрашивают о том, болел ли гепатитами именно Б и С. Это в плане
противоэпидемических мероприятий. Если пациент болел гепатитом Б и С, к нему просто некоторые другие условия стерилизации инструментария после этого пациента. Да, и именно Б и С, кровь, не озвучил, это немножко желтуха. именно вот те, которые Второй передаются вопрос, с в кровью. принципе, тогда уже получается, что вы мне ответили, потому что он спрашивал, после желтухи, значит, не отразится ли на здоровье ребенка, если жена забеременела где-то в течение 3 месяцев после его лечения? Немножко сложно. Вера Васильевна, поясните, пожалуйста, еще раз. Ну вот он болел вот этим гепатитом, а желтухой. Желтуха это не обязательно гепатит А. Пролечился, а где-то очень быстро, вот тут жена забеременела, вот он переживает, не отразится ли это Во время беременности на ребенке, то есть вот этот гепатит как-то может передаться? Если он говорит о гепатите А, то вообще нечего бояться. Да? Если гепатит Да, Б, да, именно. если гепатит Б и С, то жена будет проверяться в течение всей беременности и будут приняты какие-то определенные условия родоразрешения и затем наблюдение за ребенком, чтобы он не приобрел этот вирус, если жена заразится. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Что, действительно иногда говорят, что Желтуха и гепатит. Это что, разве не то же? Ну, так называют, более общая желтуха. Гепатит, Алло, они тоже Здравствуйте, разные. прямая линия, мы вас слушаем. Уфимский филиал беспокоит, к нам обратилась Кируша Мария Евгеньевна из села Ускова, попросила задать такой вопрос. Мы вас В слушаем. больнице при операции больная была заражена австралийским антигеном. Ее интересует вопрос, могут ли быть какие-то последствия для здоровья от этого заражения? ХБС антиген, может быть, Ну да. какой австралийский антиген? Ну, давайте на ваш вопрос попробует ответить Татьяна Владимировна Безуглая, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы. Здесь немножко, конечно, вопрос сумбурный, да, что заразили при операции. Сложно сказать, где, как она заразилась этим вирусом. Всегда очень сложно, потому что, возможно, вообще не сдавала, была ли эта операция экстренная, сдавала ли она HBS антиген до операции. Ну и потом нужно наблюдаться у инфекциониста, обследоваться еще несколько раз. Иногда бывает один единственный анализ, по нему сложно сказать. Нужно сдать еще... Удаляли аденоиды и плановая была операция. Это совершенно маловероятно, но я не буду сейчас в это вдаваться. А сейчас просто нужно будет повторить несколько исследований в течение каждые полгода. Наблюдаться у инфекциониста, может быть, необходимо будет сдать кровь на вирус гепатита Б, на его количество, да, именно на присутствие вируса в крови, и дальше наблюдать за печеночными пробами. Вот и все, нужно наблюдать. Еще второй вопрос. Если глаза и лицо у человека желтеют, это обязательно говорит о заболевании печени? Это говорит о нарушении билирубинового обмена, которое возможно при механической желтухе, когда есть камни в желчном пузыре, и они выходят в желчные протоки. Ну и также и токсическое поражение. При токсическом поражении печени, да, что называют желтухой здесь. Понятненько. То есть тоже необходимо сдать анализ крови? Да, обязательно необходимо сдать биохимический анализ крови и обратиться немедленно к врачу. Если пожелтел, необходимо сразу обратиться к врачу, потому что причин для именно пожелтел, да, особенно если это у пациента возрастного, там может быть механическая желтуха связана не только с желчными протоками, но и с давлением желчных протоков извне, а это опухоли. Поэтому необходимо тут же немедленно обратиться к врачу. А если у часто употребляющего алкогольные напитки? Ну, тем более, это алкогольный гепатит. Самое, да? Это алкогольный гепатит, нужно немедленно отказаться от приема и принимать гепатопротектор, обратиться к доктору. Следующий вопрос. У пожилой женщины 81 год обнаружена киста в печени. Какое лечение медикаментозное, оперативное тут показано? Вам ответит на ваш вопрос врач-гастроэнтеролог Давидян Вера Борисовна. Спасибо.
Киста печени – это доброкачественное заболевание печени, которое не требует медикаментозной терапии, требует только динамического наблюдения. Как правило, эти кисты небольшие и не влияют на функции печени и на здоровье. Единственное, бывают кисты при эхинококозе, при таком заболевании паразитарном, которое вот надо дообследовать 81 год бабушки, да? Да. Ну, тут, не глядя на анализы, конечно, так сложно судить. Единственное, вот бывают кисты, которые надо лечить, это при таком заболевании эхинококозе. В остальных случаях только наблюдение. УЗИ делать 1 раз в 6 месяцев. Ну, при необходимости, да, печеночные пробы обязательно биохимию делать. Ну, и при необходимости, если врач назначит более углубленное обследование, ну, это уже доктор назначит наблюдаться или у хирурга, или у гастроэнтеролога. Спасибо. И последний вопрос интересует Марию. Можно ли бытовым способом заразиться вирусным гепатитом? Или от немецкого? Контактно-бытовым. Татьяна Владимировна, пожалуйста. Контактно-бытовым путем можно приобрести вирусный гепатит при нарушении правил личной гигиены гепатитом А, это, который относится к кишечным инфекциям. И очень редко, крайне редко гепатит Б, но я уже тоже сегодня говорила, что это при использовании личных предметов гигиены всей семьей. Мочалки, бритвы, те, которыми можно немножко повредить слизистую, да, и кровь может попасть именно другому человеку себе. Спасибо большое. Все ответы доведем. Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Армуда, Сырой, Пушай, Тускуловский район. Так, подводим итоги, да? Давайте подводим итоги. Еще раз давайте определимся, остановимся и скажем, какие признаки гепатита и что должно насторожить. Татьяна Владимировна, пожалуйста. Признаки Подведите. гепатита. Здесь, возможно, при гепатите Б продромальный период, который характеризуется респираторными симптомами и протекает как... Давайте ответим раз. Вы попали на прямую линию, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу профилактики и лечения вирусных гепатитов. Вы ответите, да? Да, ответим, постараемся ответить. Вот задавайте ваш вопрос. Я только как-то хотелось бы, есть какие-то программы по лечению конкретно у нас вот в Сыктывкаре, где можно было качественное лечение получить, программу вот именно бесплатного лечения. Сама пенсионерка, я, например, не в состоянии оплатить ту цифру, ту сумму, которую мне озвучивали, например. Мы уже отвечали на подобный вопрос. Вы знаете, к сожалению, такой программы нет. Но единственное, что такие медикаменты можно бесплатно получать инвалидам. Вы инвалидность не имеете, да? Не имею, да, я только на пенсии. Но у меня еще вот двое школьников, не очень тяжело такую сумму потянуть. Ну, во всяком Это случае, пока, первое. конечно, к сожалению, такой программы ни в республике, ни по городу Сыктывкару, ни в городе Сыктывкаре нет, потому что она требует значительных финансовых вложений, и на сегодняшний день в бюджете пока еще вот не закладывается такая большая сумма. Но, опять же, только на тебя рассчитывать, да? Вам надо посоветоваться с врачом, новые препараты создаются, более дешевые. Если 5 лет назад это была сумма огромная, сейчас несколько меньше, поэтому, во всяком случае, вам надо наблюдаться у своего врача-инфекциониста, регулярно сдавать анализы, ну и следить за новинками. Да, мне вот уже рекомендовал лечение, но просто мы посчитали где-то, мы не потянули эту сумму. Он уже направление дал на лечение. Вот такой вот у меня вопрос. Может быть, еще что-то хотите узнать? Или вам все ясно, вы наблюдаетесь у врача? Ну да, тогда уже. Я просто хотела по программе узнать, может быть, думаю, что-то есть ли это. Программа пока нет. До свидания. Да, действительно много тоже таких Еще- вопросов поступало. Ну, это основное, так и думали, что будет. Так, основное.
Еще раз остановимся на признаках гепатита и что должно насторожить и куда в первую очередь обратиться. Значит, возможно появление слабости, недомогания, повышение температуры, и затем через несколько дней появляется желтушность сначала склер, да, потому что они в первую очередь прокрашиваются слизистые склеры, а затем кожа появляется светлый стул и темная моча. Это самое необходимо сразу обратиться к врачу, участковому терапевту, который направит или на госпитализацию в инфекционный стационар сразу, да, или попробует там на каком-то этапе разобраться с причиной желтухи, да, желтушности кожи. Вот. Но чаще всего это направление в инфекционный стационар для дальнейшего обследования и терапии. Или в инфекционную больницу, если да? Нет, обращаться необходимо сначала к терапевту, потому что он должен определить, почему возникла желтуха, или это желчекаменная болезнь, или это какая-то передозировка, да, какими-то препаратами, тогда это будет терапевтический стационар. И у врачей, и в городе, и в районе, вот, особенно на уровне центральных районных больниц, есть возможность сразу анализ сделать, тут же срочный анализ, посмотреть срочно тут же УЗИ, ну, минимальное обследование, минимальный клинический минимум какой-то, для того, чтобы решить вопрос госпитализации. Какой стационар? И давайте еще раз, наверное, населению скажем, что вот по группе риска, это по поводу, мы хотим сказать, что люди, употребляющие наркотики. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я успею еще вопросик тут задать? Задавайте вопрос. Я жительница Ижбы, и вот раньше мы стояли на учете, чтобы вот потом проверить, вот сходить анализы, сдать вот по поводу гепатита. А сейчас вот негде, вот и где бы можно было вот сходить, чтобы вот проверить? Вам ответит Татьяна Владимировна Безуглая, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы. Скажите, что значит раньше ходили, а сейчас не можем? Вы состоите на учете с гепатитом? Да, это было. Если вы состоите на учете с гепатитом, и до сих пор у вас диагноз не снят, диагноз хронического вирусного гепатита Б или С у вас стоит в амбулаторной вашей карте, то вы записываетесь на прием к инфекционисту в инфекционную больницу и приходите на прием планово. А инфекционисты это же в городе, а здесь у нас в Ижбе нет. У вас нет, поэтому вы обращаетесь в инфекционную больницу. Вот я то и звоню, что вот в Ижбе где-то есть такое или нет? К сожалению, на сегодня нет у нет. нас в Ижбе, К да? сожалению, нет. Ну, вы у участкового врача все равно наблюдаетесь, вероятно, поэтому можете взять направление у своего участкового врача. Планово записаться и планово приехать, когда вам будет удобно. Просто было, когда в Ижбе очень удобно. Да, но ведь город, очень давно. мы тоже еще работающие. Это очень сложно. Очень давно уже нет, а раз в полгода приезжать на осмотры, я думаю, с готовыми уже анализами от вашего терапевта, с данными УЗИ, вы можете, наверное, раз в полгода приехать, там, в отпуске, может быть, еще какие-то Ну ситуации. хорошо, я вот это вот и хотела услышать. Все, огромное До спасибо. До свидания. До свидания. То есть мы еще раз остановимся на... Именно гепатит С, да, это действительно гемоконтактный, да, получить, ну, вот это наркомания, это нелицензированное где-то Вмешательство. значит, тату, да, это там, пирсинг, Маникюр, педикюр. педикюр, но именно те, которые не лицензированы, где-то подпольные, да, те, которые именно не обрабатывают, которые не проверяют Роспотребнадзор, да, те организации, которые не подвергаются проверке, именно кустарные. Особенно за пределами. Есть на дому. Сейчас очень много на дому делают маникюр, педикюр. Да, там же никто не проверяет. Если у них условия для обеззараживания, для правильного обеззараживания, я же сказала, что цифра гепатита С достаточно, хронического гепатита С достаточно распространенным сейчас. И если пришла девушка, да, с гепатитом, ей порезали немножко и затем неправильно обработали инструментарий, это фактор передачи. Тем более, что очень многие почему-то считают, что они заразились после операции какой-то или манипуляции или каких-то медицинских вмешательств.
совершенно забывают, что самые простые бытовые, да, бытовые какие-то вещи, условия, которые они делают, как то, да, маникюр, педикюр у женщин, и сейчас еще и у мужчин точно так же, да. Вот эти татуировки, действительно все вмешательства с повреждением кожи и слизистых, Это большой риск. да, это сейчас риск настолько высокий, что даже медицинские вмешательства в медицинских организациях, имеющих лицензию, да, имеющих одноразовый инструментарий и все оборудование, вплоть до пеленок, одноразовые перчатки и прочее, да, до пеленок, в медицинских организациях сейчас к нулю сведены эти риски заражения, тогда как вот эти выходят на первый план, тем более действительно, как говорит Надежда Михайловна, что очень много населения посещает страны на отдыхе, где это все и делают. Половой путь. Незащищенный секс, что называется, да? Да, спасибо У всем. меня еще Да, вопрос, Михаил пожалуйста. Юрген, Виктор Ковш меня зовут. Ну, в процессе вот сегодняшнего прямолинии возникло несколько вопросов. То есть вот я вот слышал, что у нас Б, С, там крайне редко, А вообще, то есть там редкие Это случаи. То есть острый гепатит. острый, да. Острый. То есть у нас с острыми проблемами в республике не стоит. С острыми. Что значит совсем не стоит? Ну, просто вот ну, такая активность населения, вот я смотрю, звонят, интересуются по телевизору, очень много различных социальных реклам по этому поводу, везде ну, такая массовая, даже информационная атака по этому поводу. Но в итоге я слышу, что у нас очень редкие вспышки. Видите, дело в том, что гепатит С, он изначально протекает как первично-хроническое заболевание и выявляется иногда просто случайно. Вот сдает случайно кровь и увидел, что у него там трансаминаза повышена. Или перед операцией готовится и выявили антитела впервые. То есть можно случайно гепатит С найти. Это изначально хроническое течение. Острые гепатиты С, они редко бывают, и они не тяжело протекают. Почему гепатит С называют ласковый убийца? Да. Да? А У Б, него есть такой термин, он практически бессимптомно так. вот, хронических гепатитов С много. А вот как раз острых мало. перебил, хронических у нас при вот каких цифрах стоит, сколько людей находится на учете с хроническими? Я не думаю, что мы должны сейчас именно цифры, да, озвучивать. Ну, Ну, например, примерно, вот у меня, масштабы просто. 40, Ну вот по Питеру 3% населения инфицировано вирусами гепатита Б. Вот только, гепатитами Б и С. Вот, Ну, 50 вот считайте человек. отсюда 50 примерно. человек на 100 тысяч Вот населения, да, считайте, инфицированы. 3% примерно инфицированы. Это немало, конечно. У нас Каждый очень человек много, важен. это в Санкт-Петербурге, а здесь у нас. Нет, это я сейчас сказала у нас. у нас. У нас. Именно сейчас на первый план выходит и хронический гепатит С. Да? Я на это и обращаю внимание, что гепатит Б мы вот спасли, начиная с 2000 года Прививки вакцинацию. идут. И, конечно, цифры просто катастрофически снижаются, да, в прогрессии такой, не знаю в какой. Это действительно очень повлияло вакцинация. У меня положительно. и с 6-го там года были цифры, например, хронический гепатит С был, ну уже в 6-м значимо снизился там 11-13, да, вот на 100 тысяч. Сейчас у нас уже идет Б, ну вот в пределах 5 были, да, последние годы, за 10-11 год на 100 тысяч. Да, Сейчас у нас вот как это раз значит, цифра это 5. нет, это была до 11. А, до Сейчас 11. немножко чуть-чуть есть подъем, потому что опять начали уклонисты появляться, да, перестали прививаться, расслабились немножко. И за 12 год мы получили опять некоторый подъем заболеваний. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки и диагностика у нас улучшилась за последние несколько лет. И, во-вторых, все-таки второй фактор – это немножко опять расслабились. Почему мы сейчас опять начинаем эту кампанию? Почему мы опять начинаем об этом говорить, что это управляемая инфекция, что мы можем на нее повлиять. Если мы можем, значит, мы должны это делать. Мы должны все привиться от него. И это самая действенная на сегодня мера профилактики. Другого никто еще не придумал. А сейчас дети, я так понимаю, все поголовно прививаются. Да. Высокая 99%. Дети прививаются в роддоме, если вот начинают, вдруг да. бабушки не начинают нервничать, там мама не начинает нервничать и отказываться. Сейчас участились случаи отказа в роддоме. Именно отказываются. И вот мы поэтому и поимели опять цифру
И мы видели острые случаи гепатита Б за последний год, что нас очень настораживает. Пока у взрослых, но тем не менее те, которые не привиты были и не прививались никогда. Еще вот меня интересует момент, вот сумма лечения достаточно большая. А что вот если у человека нет такой суммы на лечение, вот как ему быть? Но смотрите, Альтернативное лечение. Ну, оно настолько же эффективно, нет, я так понимаю, что понимаете, нет. нет, есть разные типы гепатитов, да, которые некоторые типы, вот, которые это мы озвучиваем самый сложный генотип, первый генотип, всё надо который так трудный, лечить. да, но есть у нас простые интерфероны, это вот именно пролонгирован, которые делаются один раз в неделю, а другая альтернатива, те, которые делаются один раз делаются через день, 3 раза в неделю, вот там значимые цифры вообще, в 3-4 раза меньше цифры озвучиваются, да. Вот сейчас, если мы говорим о 450 вот, на год, потом есть у нас генотип, там второй и третий генотип, они лечатся всего половина срока, это в пределах там 250, а если короткие интерфероны, ну это в пределах 100 тысяч. Да, и вот люди, которые имеют инвалидность, они получают бесплатно. Но лечение всегда длится около года, да? Нет, не я более. еще раз повторяю, Индивидуально. я еще раз повторяю, что это есть разные типы гепатита. И есть который год, а есть который полгода. И достаточные бывают гепатит С, к сожалению, не стопроцентное выздоровление от этой терапии, даже от такой дорогой. И это наша беда, наше несчастье, да, когда он не поправляется именно на такой терапии. Вот, от 60 до 80% выздоровления на фоне противовирусной терапии. Достаточно тяжелая терапия, на нее нужно быть готовым. С нежелательными С явлениями. очень большими побочными явлениями, которые нужно пережить иногда пережить вместе бок о бок с доктором, Там который депрессивное действие идет. Ну, там да, просто очень много много, осложнений, мы не очень будем много сейчас очень перечислять, да, депрессивно, там но, очень много, к да. сожалению, очень много осложнений, и некоторые бросают, это очень обидно, когда бросают, потому что потом, когда мы начнем снова, мы можем уже не добиться успеха, потому что вирус привык, да, и резистентность так называемая образуется. Вот. Да, заболевание сложное, конечно, это все. Поэтому очень важны меры профилактики. Почему